Вооруженные силы Украины не оставляют попыток нанесения террористических ударов по объектам нашей республики. На этой неделе на Татарстан был совершен второй налет. Напомним, в начале месяца дроны атаковали промпредприятие Нижнекамска и общежитие в Алабуге. Тогда пострадали 14 человек. В эту среду Минобороны сообщило, дежурные средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе набережных Челнов. Обошлось без разрушений и пострадавших. Это очень важно, то, что силы развернуты и они показали хороший результат. Следует в случае поступления соответствующего сигнала оповещения обеспечить реализацию всего комплекса мер безопасности. Ввести в трудовых коллективах и среди населения постоянную разъяснительную работу о порядке действий в случае объявления тревоги. Рустам Минниханов отметил, должна быть информация о расположении мест укрытия от возможных воздушных атак. Поручил обеспечить соблюдение спокойствия и порядка при ЧС. В городах и районах уже начали проверять и приводить в порядок бомбоубежища. Вопросы безопасности приобретают большую актуальность в преддверии Дня Победы, подчеркнул раис республики. Главам поручено уделить особое внимание антитеррористической защищенности массовых мероприятий. Безопасность граждан – наша первостепенная задача. Необходимо принять все меры по пресечению любых попыток дестабилизировать ситуацию. Надо быть бдительным. Ничего в этом такого сложного нет, но бдительность везде она должна присутствовать. И не надо нагнетать. У нас все хорошо. Но будет все хорошо, если мы будем немножко внимательны и четче. Что касается защищенности наших объектов, на самом деле я благодарен Министерству обороны, правительству. Наше обращение оно рассмотрено. Мы имеем систему защиты надежную, но мы должны быть внимательны. На этой неделе Госсовет Республики внес изменения в закон о защите населения от чрезвычайных ситуаций. Мероприятия по предотвращению и минимизации будут проводиться как в режиме повышенной готовности, так и в повседневной деятельности. Как сообщил на сессии Фарид Мухаммедшин, на защиту крупных промышленных предприятий уже выделили финансы. На защиту наших опасных таких производств, крупных производств, на защиту направлены средства для покупки зондов и так далее, мешающих действиям этих устройств. Рустам Минниханов сегодня отметил, важно и неравнодушие жителей. Когда беспилотник летел по Татарстану, большое количество людей успели проинформировать специальные службы. Этот беспилотник летел, масса людей отреагировала и проинформировала. Очень важно, его видно, как летит. И то, что люди такие, реагируют на эти вещи, все это, надо быть более внимательным. Это наши республики, это наша земля, это наша страна. Кто ее должен защищать? Мы должны защищать. Рустам Минниханов призвал руководителей муниципалитетов и директоров предприятий быть внимательными и донести до всех необходимую информацию. Алия Хайрудинова, Дмитрий Аринин, Марат Хусаинов, ТНВ, Казань.